Меня никогда не впустят в Абхазию. Написала мне женщина во все мои аккаунты, в том числе в Инстаграм. У нее какая-то такая там фотография, знаете, серьезная. Вот. И написала мне, что после всех моих высказываний правительство Абхазии поставило меня в стоп-лист, и меня никогда не пропустит граница. Поэтому я никогда не смогу посетить их прекрасный край. Я хочу вам, женщина, ответить официально. Я никогда не планировала посетить ваш прекрасный и приятный край. И не планирую. Вот честное слово. Абхазия не входит в круг моих интересов, и я за те же денежки, съезжу на Дальний Восток или за границу. Чем я потрачу их на Абхазию? Я еще раз повторюсь, у вас большие цены, большие запросы, но вы не готовы предоставить хорошее качество обслуживания, проживания и так далее. А то, что у вас там единичные какие-то отели есть, которые сейчас отстроились, так цены там дороже, чем в Турции. Поэтому я не расстроилась, если честно, что меня никогда не впустят в Абхазию. Еще, знаете, видео попалось, где какая-то там чиновница из Абхазии на каком-то совещании говорит о том, что нам не нужны туристы, у которых 300 рублей в кармане. А нам нужны туристы, у которых есть деньги, потому что эти туристы ничего не купят на улице. Они будут сидеть на своих завтраках в отеле и стоять там по 2 часа в очереди за соком в отеле. И тут, друзья, если честно, я охренела. Прикиньте, им не нужны вот такие вот туристы. А что вы сделали для того, чтобы люди, которые привыкли ездить в Турцию, в Египет, я не знаю, в Таиланд, на Мальдивы или еще куда-то, где все включено, где хорошие классные условия и так далее. Что вы сделали для того? Вы живете в какой-то Савдепе и застряли в 1970 году, 80-м. Человек, который привык ездить в Египет, в Турцию или еще куда-то, он к вам не приедет, он не захочет спать на застиранных простынях, на продавленных матрасах и так далее, мыться холодной водой. Чем вы можете уже искушенного туриста-то удивить-то, собственно говоря, когда люди привыкли есть всякие заграничные фрукты, деликатесы, морепродукты и так далее. Задешево. Чем? Хачапури лодочкой их можно будет удивить. Что смеяться? И то не везде вкусно. Чачей. Природа, что там природа красивая. Да у нас в России природа везде красивая. Вообще абсолютно везде. Если ехать именно ради природы, то, можно, в общем-то, знаете, не выбирать Абхазию ради этого. Фрукты у нас дешевле, фрукты привозные, чем местные фрукты в Абхазии. Чем вы можете заманить к себе людей, у которых есть нормально денег? Правильно, ничем. Они реально, они договорятся, знаете, такие докидают фразы. К ним вообще ездить перестанут. Даже те, у кого 300 рублей в кармане. Просто обидятся и не поедут к ним. И будут они потом точно так же, скулить, как они скулили зимой, когда их с мимозы перед 8 марта через границу не пропускали. У них эта мимоза вяла прямо в багажниках, в их фурах. Вот и все. Это вообще что? Нам такие туристы не нужны. Не нужны. Так вы за счет этих туристов живете потом целый год. За счет именно тех, у кого эти, как вы говорите, 300 рублей. Вообще бессовестные просто. Да, наши знакомые мне вчера увидели мое видео, позвонили и сказали, говорит, Натаха, ты прикинь, мы тоже, когда это видео увидели, мы, говорит, настолько разозлились, что мы, говорит, просто у нас, говорит, были на август куплены билеты до Сочи, а оттуда, говорит, в Абхазию на 10 дней. Она говорит, мы, говорит, просто поменяли билеты на Суварнахуми на январь. Суварнахуми это Таиланд, Бангкок. Она говорит, не нафиг, она говорит, при таком раскладе, с таким, говорит, отношением, она говорит, еще как будто нам одолжение делают, что они нас пускают к себе в Абхазию. Она говорит, не, мы поедем к тайцам, которые рады, даже когда ты ему просто 10 бат на чай оставляешь. Вот и все. И реально люди свои деньги увезут, к сожалению, в другую страну, а не в Абхазию. За что боролись, на то и напоролись. Знаете, возомнили себя непонятно кем. Знаете, царица полей кукуруза. И пусть сидят. Сейчас, знаете, народ начал тоже брыкаться и кабениться, так сказать, потому что всех задолбало быть терпилами. Так что вот такие дела. У меня такое всегда это ежик плакал, кололся, но продолжал жрать кактус. Такие же целеустремленные люди, как вы, обычно хотят, допустим, купить BMW, Mercedes или еще что-то, которое сейчас, якобы к нам возить нельзя, да.
Вот. Но они готовы переплатить в 2-3 раза за эту тачку, чтобы какой-то кривой схемой ее сюда завести. И потом говорит, и че что запретили ввоз, у меня все равно бэха новенькая. Вот вы из того же самого разряда. Нас бьют по щеке, мы другую подставляем. Ну, что ж поделаешь, пока существуют такие люди, как вы, к сожалению, с нами так и будут обращаться, как обращаются. И считать нас, знаете, непонятно за кого. Увы и ах. Увы и ах. Печально, на самом деле. Вы знаете, очень многие люди мне тут пишут, какие они там гостеприимные, добрые, отзывчивые и так далее. А вот если открыть мои отфильтрованные, я бы вам сюда прикрепила что-нибудь. Ну просто за такие слова, которые написаны там, мое видео просто заблокируют. Но поверьте, такого ужаса мне не писали даже счастливые жены и матери 5 ангелочков. Там такие вещи написаны, поэтому и не только в мой адрес, а в адрес нас всех, потенциальных туристов. Понимаете? Вот если бы я могла бы вам показать, ну, к сожалению, я реально понимаю, что видос снесут за это. Там такое, и женщины пишут, и мужчины пишут. Вот лично для меня после этого это просто red flag. Никогда не ездила и не поеду. И да, кстати, моя мама в прошлом году была в Абхазии, и ей не понравилось. От слова совсем. При всем при том, что у меня мама вообще абсолютно не капризный и не придирчивый человек, в отличие от меня. Ну, то есть она не будет возмущаться, она легко приспосабливается под любые условия и так далее. И она сказала, что нет, это не вариант для отдыха. А самое смешное, это разговор вообще там начался с чего? С того, что российские туроператоры еще зимой выкупили у них вот эти вот брони на гостиницы. И теперь сейчас летом продают их дешевле, чем хотели бы продать сами абхазы. То есть, российские туроператоры купили зимой задешево, немножечко накинули, сейчас перепродают. А абхазы хотят содрать втридорога с российского туриста и продают сильно дороже. И, соответственно, у них никто не покупает, а покупают у российских туроператоров. Ну так туроператоры тоже не будут себе в ущерб, в убыток работать. Мы же все с вами это прекрасно понимаем, что они тоже должны с этого поиметь свой кэш. Соответственно, кто-то же им из их местных, этим туроператорам, зимой-то продал за 3 копейки это проживание. Почему об этом зимой-то никто не думал? Ну и самое, конечно, возмутительное, это то, что когда эта мадемуазель сидела и вещала на столь серьезные темы, все сидели, молчали и кивали головами. То есть, в общем-то, все сидели и ее поддерживали. Никто не начал с ней спорить, никто не начал говорить, что для нас каждый турист важен, и так далее, и так далее. Неважно, там, бедный он или богатый, на последние деньги он приехал сюда, или у него там, знаете, там, такая толстая котлета в кармане лежит, и так далее. Никто не спорил, все сидели и кивали одобрительно. Ну, то есть, вот такая вот фигня.